Аттракционы, цирк и яхтенная школа. Сегодня в Манеже состоялась презентация проекта парка развлечений, который появится в Нагатинской пойме. На месте унылых пустырей построят зону отдыха мирового уровня. Под сказочный город отдадут почти 100 гектаров. Каким будет остров мечты, с деталями проекта ознакомилась Ольга Соловьева. Сегодня пейзажи на Нагатинской пойме выглядят малопривлекательными. Сплошной пустырь, но этому месту пророчит сказочное будущее. На 100 гектарах земли появится гигантский парк развлечений. Как он будет выглядеть, сегодня показали впервые на реалистичном макете. Сердцем Нагатина станет гигантский детский парк развлечений. Он займет треть всего пространства. Больше похож на сказочный замок. Главный вход венчают башни с острыми шпилями, цветные витражи, а где-то и вовсе стеклянный потолок. В отличие от западных парков, московский будет крытым. Начинает сбываться мечта города Москвы о создании большого тематического детского парка мирового уровня. Заброшенную территорию превращаем в цветущий сад. Создается объект, который будет радовать детей и их родителей. Внутри пространство разделят на площадки под аттракционы, игровые зоны. Их посвятят героям зарубежных и отечественных мультфильмов. Попадая в эту зону, человек полностью окунается в атмосферу мира Снежной Королевы. Зимы будет полностью, так как парк крытый, будет полностью сделано снежное небо, снег. Непосредственно замок Снежной Королевы, 25 метров в высоту, это более 10-этажный дом. Попадая туда, человек может встретиться с самой Снежной Королевой, покататься на санях. Вокруг детского центра разобьют прогулочные и ландшафтные парки. Глядя на макет, становится понятно, что зелени в дефиците не будет. На оставшейся территории построят 7-этажную гостиницу, яхтенный клуб. Чтобы москвичам добираться до сказочного города было удобно, рядом совсем скоро откроется метро «Технопарк». Здесь же появится железнодорожная станция. В перспективе автомобильный мост через Москву-реку. Уже известно, сколько будут стоить детские билеты. Пользоваться всеми 40 аттракционами и гулять в парке 10 часов, то есть весь день, можно будет за 1300 рублей. Это в 4 раза дешевле, чем в других детских парках мира. Открыть сказочный город обещают в первом квартале 2018 года. Ольга Соловьева, Андрей Савин, Алексей Аксенов и Юлия Нетребина. Вести, Москва.